Так, ну что. Еще один вечер в Ялте. Надеюсь, видно меня нормально, да? Тут устроили место вот таких вот катаний. Вон катаются они здесь. Вот на этих штуковинах. То ли для пешеходов, то ли для людей, чтобы ходили, то ли для вот этих вот товарищей, вот, которые тут вот так вот гоняют. Вот. Дали, да? Тут такие гоночки. Интересные вот это такого. Светящегося с гирляндами. Вот такая вот конструкция интересная, да? Вот такие ездаки здесь. Вот яхты стоят. Немножко. Вот и смотри, куда он заехал. Сюда вот. Короче, место для ездаков. Вот одна Ялта, яхта. Вот она. Там за ней Мур-вокзал. Тут когда-то большие лайнеры причаливали. На этом месте стояли. Вот для них специально сделаны вот эти вот как они называют, ну за которых кабель цеплялся. Ну а сейчас вот такая здесь зона. Здесь вот разноцветная такая плитка лежит. Не плитка, а, как сказать, бетон, да. Когда сверху смотришь, такая волна получается. Так, вот эти ребята, конечно, молодцы. Но лишь бы только они под тебя не подъехали. Оба-на, смотрите, что творится-то, а? Ад какой-то. Опасная зона. Что лучше отсюда куда-нибудь сюда вот отойти подальше. Вот это местечко. И посюда пойти. Здесь тоже пальмы. Обвешаны гирляндами. Спать охота. Вообще дышится хорошо, конечно. Воздух чистый. Тут вот безопаснее ходить. Сделали вот такую арку или как-то проход светящийся. Гирлянды и вот эти вот светящиеся дождь или как это называется. А люди сидят, прохлаждаются, но, в общем-то, не так тепло. Уже прохладно, надо курточку одевать хорошую. Смотрите, как пальму они заделали. Почему-то вот у пальмы у нее низ совсем тонкий. Кто это тут такие? Кто это такие? Тут орут тут. Ну, они как могут. Так. Смотрите, пальма какая интересная. То есть она снизу и толк, потом у нее ствол утолщается. И вот на конце вот этот куст растет. Куст. Такая здесь зона, короче, ездаков этих вот. Вот на этой прикольной штуке покататься. Надо будет взять потом, поездить. Как у меня отойдет после этой поездки в Никиту на 130-м автобусе.
Вообще, конечно, там дорога такая, вверх-вниз. Ой, это вообще, конечно, надо вестибулярный аппарат хороший иметь. Укачало хорошо. Так, вот, видали, какая красота. Так что пусть немножко надо отойти от этих поездок, отдохнуть спокойно где-то здесь вот на пляже хотя бы побыть. Деньком было вообще классно сегодня, тепло. С утра уже видел, купались. Бабули такие лет по 60-70 там, с визгом в море. Ну, вообще я зашел, там, конечно, вода сначала кажется, что прохладная, а потом привыкает уже нога. Ну, привыкает тело и уже не так холодно. Но можно зайти, в принципе, и скупнуться. Не знаю, чтобы, конечно, там сидеть там полчаса, не посидишь. А так в целом можно. Где-то так, часиков, наверное, с 10. Вот там кто-то играет на каком-то инструменте. Сейчас мы к ним подойдем. Еще разочек вот это вот набережную показать вам. Так, кто ничего не пишет. Чат. Тишина. Все спят, видать. Ну что, у нас среда, да? Среда. Кто же там такой поет, а? Интересно. Да, вот сейчас ветерок дует, такой пронизывающий. Надо курточку такую хорошую уже вечером, чтобы ходить. Днем можно без куртки, а вечером надо куртку теплую. Ну, хотя бы, чтобы ее не продувало. Ветровка есть, можно такую ветровочку. И будет нормально. Да, может быть, еще колы напился. Сейчас в этом холодный, со льдом. Может, тоже захолодила немного она. Сейчас, конечно, тоже лучше чуть горячее. Чай, там, кофе горячий. Все замечательно было бы. Смотрите. До того дойти, что ли, который огнем машет, он там вдалеке. Или на этого посмотреть, кто тут играет. Давайте сейчас сюда поднимемся по этой лестнице, глянем, кто там наяривает. Дама с собачкой. Даму выгуливает собачку. А там вдалеке апельсин. А, вот эти вот тоже наяривают. Или там девка сидела, а сейчас парень. Концерт. Бурные аплодисменты. А нет, тоже девка сидит. Холодно же, нет? Ближе подойдем. Видишь, музыка без авторских прав. Забери
Да-да-да. Ну вот, сами видите. Прямой эфир. Прохладненько сегодня вечером. Днем нормально было. Тепло. Можно было купаться. А под вечер, естественно. Под вечер, естественно, прохлада. Вот начинается ветерок. О, а что тут зонтики-то выключили у нас? Здесь же зонтики висят, а их все повыключали. Бабушка на своем месте сидит. Это вот под храмом часовней. Ну, совсем мало что-то, кто песни поет. Не сезон уже, естественно, хотя люди есть. Людей. Людей не так, чтобы много, но есть люди, как видите. Днем, я говорю, нормально еще. Тепло. Под вечер надо куртку одевать потеплее, потому что дует ветерок с моря, естественно, уже прохладный. Вот тут пляжик. Видно, надеюсь, да? Такой вот небольшой. Сейчас тут, естественно, никто не купается. Так, сегодня 12-е, так все выглядит. Надо найти девушку-ударника. А, ну вон там я сейчас только поснимал ее. Ага. На НТВ приставки к Xiaomi все снова поменяли, смотреть стало непривычно. Ну, она к телевизору подключается, приставка к Xiaomi, насколько я знаю. Люди ходят с палочками, старенькие. Тут много таких стареньких людей, которые с палочками ходят, оздоравливаются, с утра бегают. Сегодня видел бабушки там такие, лет 60, 70, так сложно. Они в море с утра, в 7 утра с визгом таким купались. Но я в воду зашел, конечно, надо привыкнуть. Градусов, я не знаю, 18-20, наверное, максимум. А вот эти вот огневращатели, Так. Ему вчера не встретил Крым онлайн, они тоже вчера по набережной гуляли. Не, ну тут, знаете, чтобы встретиться, наверное, сложновато. Ой, это что-то такое. Напиток. Глинтвейн. А, на спиртовый, да? Да. Ну, не спиртовый, а на вине. На вине, ну да, хорошо. Горячий, да? А сколько градусов? Не знаю, но горячий. Горячий. А сколько чашечка стоит глинтвейна? 200 миллилитров. А, ну нормально. Вот. Короче, чашку глинтвейна и все окей. Выпейте, вам будет нормально сейчас. Вот тут место, много людей довольно здесь. Напротив виллы Софии. Вот они.
Даже, по-моему, вот это тепло, то кажется, или мне кажется, что до сюда доходит. Ну, сейчас, знаете, мы тут как бы на одном месте не сидим. У нас тут все дни расписаны. Значит, и мы тоже путешествуем. Как бы сегодня в Никиту ездили, Никитский ботанический сад. Инжира по дороге поели. Там просто растет. Ну, мы там пока добирались тропами до Никитского ботанического сада. Там просто на улице где-то переулки. Просто берешь его, палкой сшибаешь и ешь. Ну, он спелый такой, вкусный уже. Ну, давайте денежку. Денежку давайте. Кто-нибудь даст? Вот, денежку дали. Вот они каждый день. Им, по-моему, не холодно здесь выступать. Потому что вот это махать этими горящими факелами, от него тепло исходит, и она, наверное, греется, я так думаю. Так, что там у меня? Так, ну что? Вот так она может. Ну, наверное, все видели, да? Не буду я долго снимать. Это мадам. Ну, людям интересно. Вон он подготовил, товарищ, следующие какие-то инструменты. Будут сейчас ими махать. Так, она кончила. Бурные аплодисменты. Вот этот мужчинка сейчас будет. Она ему поджигает. Смотрите, поджигает. Теперь он крутить этой штуковиной будет. Главное, чтобы она из рук у него в нашу сторону не прилетела. То мало не покажется, я думаю. Кстати, прикольно, да, так? Там полная луна, на фоне полной луны. У нас сегодня в Липецке был первый день с солнцем, а то дожди устали. Да, это плохо. На чем приехали? На поезде приехали. Самолет, поезд. Сначала на самолете до Москвы долетели, а потом, ну, естественно, на поезде с Казанского вокзала от Москвы до Симферополя. Как обычно. Как он может, а? Как он может? Чудеса. Ладно, давайте идем. Ну, тут народу-то стусовалось здесь сколько, а? Слушайте. Видите, люди уже в этих куртках и головных уборах. Вон там музыкант сидит. Что-то не играет ни на чем он. Апельсин, в сторону апельсина идем. Еще отсюда поснимать. И вот так вот гоняют на этих вот. Это же опасно. Во многих местах запретили уже на самокатах кататься, а здесь вон вовсю они гоняют. Там потом не только самокаты, а еще какие-то штуковины такие. Там вообще они ездят как хотят. Вот так вот. Шарики вот такие вот продают. Веселые. Ну, полиция ходит. Смотрит за правопорядком. Ну, смотрите, сейчас мы подходим к этим. У меня, кстати, заряда аккумулятора немного.
Поэтому не знаю, может вырубиться сам. Сегодня за целый день там хождение по Никитскому ботаническому саду разрядил. Тут немного осталось заряда. Ну вот эти вот штуковины, чтобы смотреть на Луну. Да? Вон они. Смотрите, телескоп. Туда глядите. А, это на Сатурн смотреть, да? На Сатурн, да. Вообще-то на Луну куда-то направлено. Смотрите, люди сидят просто. Здесь смотрят на море. Он маяк. Приблизить его. Почему не до Сочи? А зачем? Что там в Сочи делать? Не хочу я в Сочи ехать. Не уговорите меня в Сочи ехать. Вот маяк. Можно было, если съездить, не в Сочи, а вот в Абхазию. Там, говорит, еще нормально, тепло, да, теплее там. Вот он маяк. А что-то заранее спланировали. Мы же планируем, когда поехать, мы планируем все за несколько месяцев. Билеты все это покупаем, поэтому как-то переделывать все это обратно неохота уже было. Да и тут нормально, в принципе. Смотрите, сами ситуация какая. Все спокойно. Люди гуляют. Давайте дойдем вот до этого Мавлина. Он какой. А вот это вот арка, проход. Еще, по-моему, Имгрунт, бывший мэр, да? Который делал эти рога. Помните, да? Вот они стоят. Эти деревья тоже вот эти вот стоят. И вот этот павлин. Видите, такая ажурная композиция. Вот сам павлин наверху. И вот его хвост. Это перья его сзади. Вот девушки на мотороллере. Господи, куда они едут? Много молодежи гуляет. Так что тут тихо, спокойно все. И класс сейчас. Народу немного, вот в Никите можно нормально сфотографироваться. Людей нету. День солнечный сегодня. Ну, правда, там эти розы, как бы, они уже завяли, большинство, да? Но все равно интересно походить, там есть что посмотреть. Билет туда недорогой, для взрослых 500, для детей 300 рублей. Вот он, Мавлин. Здесь фонтан. Вот такой вот. Вот фонтан. И тут аллея разных звезд. Звезды, видите, да? Ну, если в ту сторону, там, по-моему, театр будет. Театр проходить. Где-то тут, короче, он находится. Ну, сейчас я не видел, чтобы были какие-то афиши развешанные, и чтобы выступали какие-то артисты, поэтому... Да я вот не хожу тоже, честно говоря, мне по барабану, есть они, нет их. Вот, смотрите, здесь интересно подсвечивают. Такие светящиеся светильники. Прикольно. Ну, давайте через эту арку пройдем. Имгрунтовскую еще. Эти вот рога.
Жога. Проверяю, кстати, заодно, как эта волна работает. У меня еще с прошлой поездки сохранилась сим-карта волны. Я ее в поезде активировал, когда мы пересекли границу, ну, на территорию Крыма уже уехали, да? Я ее вставил и там денежку закинул. Кстати, тариф стоит мой 350 рублей, который море общения, да? Там 15 гигабайт интернет, ну мало, в общем. И 600 минут телефонных разговоров. А есть другой тариф, Космос, 450 рублей. Там безлимит по интернету и ну, там тоже от скольки-то минут. Там чем больше минут, тем дороже тариф. Чем больше минут разговора. Лучшие локации Крыма онлайн. Ну, какой большой телевизор там. И вот это вот подсвечивается дом музыкантов, да, по-моему? Как-то так называется. Там наверху бассейн, у них можно загорать. Кто видел там разные видео местных блогеров, крымских, они показывали. Это отель. Так, проходим. Что там? Женева, клуб, кафе. Женева, европейские. Еще отголоски преклонения перед Европой. Вот здесь наблюдаются такое кафе, клуб пока как Женева. Давайте поближе немножко туда подойдем. Кстати, вот он апельсин стал уже поближе виден. Вон там художники, кстати, сидят, рисуют портреты. Можно с фотографией, можно еще как. Скидка 25% на все меню. Клуб кафе Женева. Тут у них менюха есть. Можно посмотреть, что почем. Борщ. Представляете, подают борщ. Даже черноморские рапаны со сливочным соусом, ялтинским луком. Морепродукты, супы с мидиями. Ну, короче, вкусняшки. Так выглядит все. Вот это что, суши, да? Да. А вот эти вот обогреватели газовые стоят прикольно. Они тут во многих местах на Приморской набережной. А здесь, смотрите, это игровая комната детская. Здесь вот такое колесо обозрения. Видали, да? Интересное. Кабинки вот крутятся, колесо крутятся. Вот здесь магазин детских игрушек. Музыка заграничная играет. Ну, мне вот это вот колесо, смотрите, как так все переливается. Magic Story. Магическая история. Да? И магазин под одноименным названием. Так, это Рапонджи. Рапонджи? Ресторан. Люди сидят спокойно, винишко попивают, кушают вкусную еду. Ну, собака. Смотрите, собака здесь лежит, кого-то ждет. Министр обороны Германии заверила Киев. Это товарищ с собакой, с ошейником. Краснову памятник. Знаете, все, кто это такой, конечно. Не буду в сотый раз повторять. Ну, здесь уже тишина, затишье.
Можно просто гулять. Детские какие-то развлечения. Ну, деток мало, крайне. Есть, но такие. А вон можно там проход, кстати. Интересный, тоже арочный, с подсветкой. А вот это вот платан с шарами вот с этими. Очень такое широкое дерево, ствол такой широкий. И вот эти шары здесь навешаны на нем. Какая ширина, смотрите. Какая ширина. Давайте поближе подойдем. Тут кабель даже, смотрите, кабель заходит наверх, чтобы вот на эти шары электричество подавать, чтобы они светились. Здесь еще интересно, вот эта подсветка здесь снизу. Кстати, она разноцветная. Разноцветными. Такая вот толстенная, короче. Толстенный ствол. Люди фоткаются. А здесь вот это сердце, а с той стороны диван или как это называется. Куда можно сесть и сфотографировать. Ну, конечно, сейчас в это время фотографии не выйдут. Или надо со вспышкой фотографировать. Вот тут надпись. Внизу Ялта написано. Ялта. Вот такие вот здесь подушки даже, смотрите, да? Типа подушки мягкие. Вот это само сердце. И написано Ялта, город счастья. Вот это да. Так, дальше проходим. Тут уже темнеет. Сейчас дойдем до Приморской набережной. Посмотрим, как там связь. Киоск Крымсоюз печать. Уже, естественно, закрытый. А, вот эти зонтики. Тут где-то памятник Пуговкину. Вон там вон зонтики стоят, вот эти вот от солнца. Люди гуляют. Я говорю, сейчас так нормально. Днем вообще кайф. Жары нету, людей мало. Что еще надо для полноценного отдыха? Вот помню, если у вас, вам хочется более-менее тишины какой-то, и спокойствия, умеренного климата такого, чтобы солнце это не давило, не жарило. Сейчас самое то. Может, чуть пораньше надо, вот с сентября, наверное, где-то приезжать. Так. Сейчас давайте ускорим шаг. Сейчас в сторону и отеля Арианда шлепаем. Тут что-то продают, какие-то поделки. А, вот галерея художников. Вот здесь вот они уже сворачивают свои экспозиции с этой стороны. Это вот этот сувенирный рынок. Он до сих пор работает с этой стороны. Восторг свободного полета. Какой-то аттракцион. Хотя тут большинство уже позакрывалось в этом рынке. А вот здесь вот подъезд к Корианде. Ух ты, тут прямо... это джипы. Прямо у него тут ноутбук что-то показывает. 24/7.
Вот это историческое здание, еще дореволюционной постройки, древнее. Если посмотреть старинные фотографии, я вот это здание, оно там присутствует. Так, вот сюда вот нужно. Сейчас сюда мы пойдем, на эту сторону. Вот тут вывеска Приморский парк, пляж, вернее. Приморский пляж. То есть, если сюда вниз спускаться, вниз сюда вот по этой дороге спускаться, то вы как раз на Приморский пляж выйдете. Ну, мы не будем. Испаньола. Так, тут, надеюсь, связь не прерывается. Вот это новое кафе, ресторан, или как это называется. Кафе-ресторан, скорее всего, ресторан. Там у них прикольные светильники. Ну и тут зона еды. Вот там вот ниже тоже, если ходить. На пляже никого нету уже, естественно. Хотя море не штормит, в общем-то. Но все равно холодно, и поэтому никто не купается. Сейчас только моржи какие-нибудь единичные. Ну, тут зона еды. Вот это новая построенная набережная Приморского парка. Аптека. Если кому-то плохо стало, вот сюда надо. И тут пиццу можно взять. Мишка. Тут уже часть закрылась из заведений. Может, вообще закрылись, они как бы не сезон. Ну, тут продают одежду. Такую вот здесь. Соня and Ваня. Тоже закрыто. Променады закрыто. Какие-то скидки здесь. Ну, наверное, время уже. Просто поздно сейчас. Поэтому все и позакрывалось. А, смотрите, тут прикольно, как у них на столах вот эти вот стаканчики, и там свечка горит у них внутри. Раньше здесь на самом пляже были подушки такие, на них сидели, но сейчас уже, естественно, никто не сидит, подушки убрали. И здесь вот, кто хочет, здесь сидит. А, смотрите, вот эта газовая горелка. Вот она. Вот она теплом греет пространство. И прямо газ видно. Оттуда выходит. Тепло есть, но не такое сильное. Скорее, это какой-то декоративный элемент, я так понимаю. Либо надо пламя тут сильнее разогревать это. Ну, я не знаю, вот руку держу, но что-то тепла совсем нет никакого. Вот там наверху куда-то тепло идет. А здесь вообще все позакрывали. Там выше вот этот 3-й уровень. Он тоже частично. Практически весь закрытый. Гранд-терраса. Можно вот присесть на такую лавочку, сидеть. Вот море. Кстати, смотрите, интересно, как этот обложили деревянный помост вот тут этими для защиты от моря, от волн, песком, кулями с песком, мешками с песком, чтобы, видать, никак не подействовало, не разрушило. А, вот здесь вот прикольная Ялта, Истамбул.
эти турецкие сладости. Здесь предлагают там много-много интересного. И у них здесь кофе в песке в подарок, если, видать, что-то покупаете. Посуда разная продается, турецкая. Чашка эспрессо-бар. Ну, скидочки, смотрите, 70%. Вот на такое пальто. Или на такое пальто. Или вот на такие плащи. Здесь тоже скидочка 50%. Музычка играет. Такие вот. Что за фирма-то? Монте-Карло или как? Мода Бомбини. Италия. Итальянская одежда, пожалуйста. Продают. Натуральная крымская косметика, пожалуйста. Вот здесь вот магазин. Смотрите, сколько здесь товара. Вообще много, да? Тут что хотите, мыло и так далее. Что хотите. Тоже одежда. Ну, это кафешка. Мэри Берри. Разные вкусняшки. Тортики. Вот смотрите, какой тортик с клубничкой. Видали, да? 320 рублей. Чизкейк. Ягодная Мэри 250 рублей. Наполеон шоколадный 220, 190. Круассанчики такие большие. Печенье миндальное. 99 рублей штучка. Так. Мэри Берри. Тут можно что-то, если хотите перекусить, лимонадика взять или кофеек, смузи. Вот здесь вот можно. Ну, вкусненькое такое предлагает Мэри Берри. Ну все, мы дошли до оперы Прима. Сейчас немножко еще тут вам Ялту покажу. Не знаю, как там дальше качество будет. Вот она, Ялта. Вот он, апельсин стоит, этот корабль. Ну, луна, да, вот лунная дорожка. Так все шикарно выглядит. Вот она, Приморская набережная. А это опера Прима. Что-то вообще ничего не светится, у нее окна никакие. Пустая. Ну, как можно определить, живут ли в здании люди или нет? Ну, просто вечером посмотреть, никого нет. Вот единичные окна светятся. Не знаю, как качество будет. Попробую дальше пройтись. Октопус бар. Туда у нас идти. Такая вот интересная оригинальная конструкция у этой оперы Прима. Сейчас уже вечер, ночь. Не знаю, как качество. Наверное, ни черта не видно. Но как оно получилось. По сути дела, прошел практически через всю набережную. А здесь, смотрите, здесь вот эти пальмы тоже их завернули в этот гирлянды. И вот они так оригинально подсвечены. А вот это здание. И, кстати, вот этот уровень, да, вот этот вот уровень, да, смотровая площадка. Сюда можно выйти и смотреть, наблюдать сверху. Прикольно там. Вот видите, да, как они светятся всяко разно. Кстати, аренды, продажи, аренда, все подряд. А, вот они, рыбаки. Кстати, рыбаки. Рыбаки, вон, смотрите, видно, нет? На пирсе.
На море вон они стоят. О, кто-то что-то закидывает. Или поймал уже. Рыба, наверное, на свет клюет в темноте. Гринхау. Вот тоже, вот смотрите. Вот в этом, да, опере Примен окна вообще не светятся. И здесь тоже. Тишина. Там только этот этаж подсвечен. Тишина. На одно окно только здесь светится. Они вот все сдают или что? Доделали это здание-то. И здесь вот рядом еще одно строится. Вот это. Ну это вот его недавно совершенно построили и только его делают. Отделочные работы идут. Еще, по сути дела, стройка, часть недостроена. Часть недостроена. Грин кафе. Вот там. Вот такие пальмочки. Симпатичные. Поэтому вечером побродить здесь довольно-таки мило. Приехать на пару деньков. Больше-то, наверное, смысла в Ялте торчать осенью нету, но на пару деньков приехать сюда и тут походить, подышать воздухом. Главное, чтобы в этот ваш приезд погодка была хорошая. Дождя не было. И ветра. Вон, видите, рыбаки. Рыбаки. Видите, я отсюда еще немножко к морю спущусь, поскольку здесь интернет вроде как бьет. Кто-то даже смотрит. А, лунная дорожка, смотрите. Шикардос, да, какой? Женщина в это покрывало, завернулась, одеяло. Надо поближе подойти. Вот, прямо непосредственно дохожу до моря. Немножко поснимать вам. Надеюсь, качество более-менее, да? Что пишется? Чат. Видны все. Так. Так, подождите, вот тут много было комментариев, а я почему-то не читал ничего. Сейчас минуту прочитаю. Так, у нас был сегодня в Липецке первый солнечный день. Да. Ничем приехал, ответили. Не до Сочи ответили. До Сочи оттуда в Крым. Там она тут. Че, я в этом Сочи не видел. Так, у меня тариф волны космос. В этом году практически 2%. Все, у меня уже товарищи. Все, я отрубаюсь. Так, дочитываю комментарии. Тима никого из крымских каналов не встречал. Нет. Я в этом году видел со Щепинским, с Алексидом и Дника Ренкрючева. Отлично. Ну, вообще молодец, конечно. Ну ладно, у меня 2% уже. Телефон показывает. Вот немножко вам еще на пассажок сниму лунную дорожку и Ялту. И выключусь уже. Все, у меня уже телефон разрядился. В следующий раз еще поснимаем что-нибудь интересного.